Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о двух версиях появления армяно-кыпчаков в Крыму. Вы познакомитесь с армяно-кыпчакскими письменными памятниками. Также вы узнаете о первой в мире тюркской печатной книге и о трагическом для полуострова выселении христианского населения Крыма в XVIII веке. Точное время и причины появления армяно-кыпчаков в Крыму до сих пор неизвестны. Но их появление относят к XI веку. То есть это где-то тысячи какие-то годы. Существует две основные версии. Первая. Этнические армяне переселяются в Крым в XI-XIII веках, спасаясь от набегов турок, сельджуков и арабов. Сначала армяне сосредотачиваются в юго-восточном Крыму, Салхат, Кафа, Карасу-Базар, затем и в других городах. Занимались торговлей и различными ремеслами. К XVIII веку значительная часть армян усваивает в качестве собственного языка местный татарский, фактически кыпчакский или половецкий, но сохраняет религию православия монофизитского толка вплоть до переселения из Крыма, точнее насильственного вывода в 1778 году, о чем я рассказывал в связи с судьбой румеев и урумов. Вторая версия. Так называемые крымские армяне с самого начала не являются этническими армянами. Они являются этническими кыпчаками, исповедовавшими христианство, жившими в Шираке, это область Закавказья на территории нынешней Армении, объединенными в албанскую церковь. Покидают Ширак только в XIII веке из-за постоянных столкновений между Золотой Ордой и Улусом Хулагу, возможно, и с мамлюкским Египтом. В последнее время в литературе их называют армяно-кыпчаками. И та, и другая версия пока не являются окончательно убедительными и конкурируют друг с другом. В пользу второй версии есть тот аргумент, что часть условно крымских армян несколько позже, примерно в XV-XVI веках, еще раз переселяется, не все, часть, из района Кафы или Феодосии, в Великое княжество Литовское, где проживает сплоченной общиной в городах Каменце-Подольском, Львове, Луцке, Могилеве-Подольском, Сучаве, Серете, Замостье, Ясах, Анкермане и других городах Украины, Польши, Румынии, Молдовы. Например, во Львове до сих пор есть Армянская улица. Это как раз вот от них идет. При этом армяне в течение веков не просто сохраняют кыпчакский язык, а развивают на нем религиозную литературу и богослужение, а также ведут деловые акты судебного дела и переписку. То есть, понимаете, если это изначально их язык армянский, то как-то очень быстро, потому что кыпчаки появляются в западноевропейских степях, и, соответственно, могут часть их перейти в Армению на службу, как это было у грузинских царей. Там буквально пробыв, 50-100 лет. При этом они вдруг утрачивают, если это изначально армяне, значит, они вдруг отказываются от армянского языка. В Крыму, значит, прожив всего 100 лет, приобретают, похожий на крымско-татарский или кыпчакский язык. Но потом этот кыпчакский язык сохраняет веками, развивает на нем литературу, деловую переписку и так далее. Странно, что свой язык теряет за 100 лет, а потом уже в Западной Украине нынешней, где тоже иноязычное население их окружает, тем не менее в течение нескольких веков сохраняют кыпчакский язык. А вот если это изначально их родной язык, то тогда все понятно. Попав в Крым, они его сохраняют очень легко, потому что окружение говорит на близком или почти таком же языке. И только в Западной Украине на протяжении веков в значительной степени его сохранив, но все-таки очень медленно ассимилируется, в конце концов утрачивает. Это более естественный выглядящий процесс. Кстати говоря, примерно в ту же эпоху в Галицию и Литву переселяется часть караимов или караев и татар. В настоящее время они известны как польско-литовские татары, иногда говорят и белорусские татары, потому что литовские, белорусские и польские татары – это выходцы из степей близ Крыма, когда еще крымского ханства не существует, существует Золотая Орда, но своими корнями они уходят вот в эти улусы, прилегающие к Крыму. В библиотеках и архивных собраниях Европы
хранится значительное количество армяно-кыпчакских письменных памятников церковно-религиозного содержания. Известно 15 рукописных псалтырей и молитвенников и 4 сборника проповедей. Опять-таки, в силу более последних событий, многие современные, просто люди и даже исследователи, привыкают к тому, что тюрки связаны с исламом, и поэтому антитюркским аргументом является то, что это армяно-кыпчаки крымские, они убежденные последовательные христиане. Но дело-то в том, что сам ислам в Золотой Орде распространяется относительно поздно, все-таки в XIV веке, и там тоже это занимает немало времени. А среди тюрков и монгол, как я уже показывал раньше, да и как без меня известно, христианство было достаточно широко распространено. И до поры до времени христиане разного толка, в том числе и в Крыму, составляли большинство населения, хотя наряду с ними могли быть и язычники, и тенгрианцы, тангрылы. Но, тем не менее, на момент появления армян-кыпчаков в Крыму на этих территориях точно проживали христиане, поэтому в этом смысле никаких проблем для них не было. А в последующем, при установлении господства ислама, и в Золотой Орде, и в Крымском ханстве не было никаких притеснений, гонений на христиан как таковых, поэтому христианство сохранялось в течение веков и вплоть до конца Крымского ханства, в тех размерах, в том виде, как оно хотело. Ислам принимали абсолютно добровольно, только те, кто этого хотел. Другое дело, что большинство населения и полуострова Крым, и Крымского ханства действительно в течение веков добровольно перешли в ислам, мусульманство. Однако христиане, которые хотели сохранить христианство, они его сохраняли без всяких ограничений и притеснений. Памятники, составленные армянским письмом, насчитывают десятки тысяч страниц и охватывают период с 1524 по 1669 год. Это 28 актовых книг армянского войтового суда города Каменца-Подольского 1572-1663, актовые, кассовые, метрические книги Львовского армянского духовного суда за эти же годы. Каменецкая хроника, описывающая события Цицерской кампании и Хотинской войны 1620-1621 годы. Венецианская хроника, хроника Польши, судебник Мхитара Гоша с большим количеством дополнительных статей и комментариев, утвержденных польским королем Сигизмундом, в 1519 году. 5 армяно-кыпчакских словарей и несколько глоссариев, сочинение «Секреты философского камня» Андрея Тарасовича, 1626, и другие. Всего 112 памятников. То есть богатейшая для тех времен литература на кыпчакском языке. Единственную печатную книгу на армяно-кыпчакском языке «Альгиш-Битки» молитвенник издал во Львове в 1618 году Иван Муратович. Его единственный сохранившийся экземпляр находится в библиотеке Лейденского университета. Обратим внимание, это первая в мире не только кыпчакская, но вообще тюркская печатная книга. В нем, в частности, содержится и известнейшая христианская молитва классическая «Отче наш» на армяно-кыпчакском языке. Астафирула, я ее сейчас прочитаю, но это не означает, что я оставил или отказался от ислама. Я просто хочу, чтобы вы послушали, как, оказывается, классическая христианская молитва может быть изложена довольно точно и правильно на тюркском языке, на средневековом кыпчакском языке. «Атамыз bizim kikoktasın, arı bolsun atın senin, kelsin hanlığının senin, bolsun erkin senin neçik kokta avay yerde. Otmakımız ne bizim kündalik bir bizge bugün. Boşat bizge borcumuz ne bizim. Neçik ki biz boşatırız bizim borcularımızga. Bermegin bizni sinamahlıkka. Yoksa kulkar bizni yamandan. Zira senindir hanlık da kuvvet. Da sana haybat menilik. Amin. Астафирулла.
Ашхаду ля иляха илляллаху ва Мухаммадан расулаллаху. Ашхаду ля иляха илляллаху ва Мухаммадан расулаллаху. Ашхаду ля иляха илляллаху ва Мухаммадан расулаллаху. Аминь. Я только что прочитал «Отче наш» на кыпчакском языке, поэтому я 3 раза произношу ашхаду, чтобы подчеркнуть, что я мусульманин, а не... О чем это говорит? О том, что армяно-кыпчакская община, проживая в полностью иноязычном окружении, в городах, где происходит ежедневное тесное общение с людьми других национальностей, не только веками сохраняет язык, но развивает его до высокого функционального уровня, используя не просто как внутрисемейное средство общения, а как вполне официальное средство обеспечения своих интересов и общественной жизни. Тексты на этом языке недоступны ни специалистам-тюркологам, не знающим армянского алфавита, ни армяноязычным читателям, не знающим тюркских языков. Чтобы читать и писать на армяно-кыпчакском, надо знать одновременно тюркский язык и армянский алфавит. Вот армянский язык знать не нужно, а армянский алфавит – да. Сами армяно-кыпчаки называют свой язык трояко. Кыпчактели – кыпчакский язык, безимтель – наш язык, в частности, в противоположность армянскому, и татарча – по-татарски. Принимая это во внимание, можно предположить, что вероятность того, что этот народ сначала говорил на собственно армянском, потом ассимилировался в Крыму и после этого веками сохранял и развивал уже приобретенный в Крыму язык, включая религиозную службу, в регионе, где никто кроме них на нем не говорил, очень мала. Я говорю о Западной Украине и Польше. Гораздо вероятнее, что кыпчакский язык был изначально родным языком, сохраненным в Крыму и долгое время после него. Почему же армяне? Ну, потому что принадлежали к армянской церкви точно так же, как те, которые принадлежали к католической, там, православной или какой-то другой, очень часто отождествляли свою религиозную принадлежность в средние века с национальной, потому что национальная этническая принадлежность тогда не выполняла ту роль, которую выполняет сейчас или в более поздние времена. Вот. Не случайно в тех же русских летописях там, или каких-то книгах люди друг к другу обращаются, там, «эй, православные», не говорят «эй, русские», там, допустим. А само слово «христианин» в русском языке трансформировалось в обычное светское слово, обозначающее большинство населения России вплоть до 20 века. Крестьяне. Десятки миллионов людей. Как бы то ни было, средоточием армянской хозяйственной, культурной и религиозной жизни в Крыму были Кафа, Старый Крым и их окрестности. Армяне занимались ремеслом, торговлей и высокопродуктивным земледелием. Они же построили известный памятник монастырь Сурбхач. К сожалению, их история в Крыму пересекается та же, как история румеев и урумов. В 1778 году план Румянцева-Суворова, одобренный царским правительством о переселении всех христиан с территории Крымского ханства, задевает и армян. Не желая добровольно покидать Крым, где они якобы подвергаются притеснениям со стороны мусульман, армянская община приглашает Суворова познакомиться с их образом жизни и хозяйством в Крыму, чтобы объяснить, какие потери они несут из-за переселения. И вот цитата из донесения Суворова. Армяне показали город, построенный ими водопровод, бассейны и фонтаны, показали самую старую церковь святого Саркиса, древнюю церковную утварь, золотые и серебряные кресты, осыпанные драгоценными камнями, церковные двери, вывезенные еще из Армении. Кстати, прошу обратить внимание на то, что армяне показывают все свое золото и драгоценности, хранящиеся в их религиозных учреждениях, совершенно неприкосновенно в течение веков. Если они где-то в XI веке появляются, это 18 век, то есть, 7 веков, да? Сравните это с поведением князя Вальдемара, который крестился в Херсонесе и увез все золото и серебро после этого, в знак признательности. Купцы и кустари показали шелкопредельные фабрики, кожевенные заводы, мельницы и прочее. Суворов все охотно посмотрел, познакомился с содержанием некоторых хачкаров, каменных плит с историческими надписями прошлых веков. Суворов посетил селение Таплу, Орталан и несколько садов и виноградников. Увидев правильно спланированные деревни, благоустроенные усадьбы, каменные дома с черепичными крышами, амбары и прочие хозяйственные постройки, хорошо организованное водоснабжение, чудесные сады и виноградники, Суворов сказал, что он не знал о таком богатстве здесь, и обещал оплатить стоимость всего. Еще раз. Это
1778 год. Желающим предлагаю поискать в книгах, а это совсем не сложно, в интернете и почитать описание российской действительности, российской деревни примерно того же времени, второй половины XVIII века. Как жили русские крестьяне, купцы, горожане, мещане в российских, собственно говоря, городах того времени. Сравнить с тем, как жили армяне в Крымском ханстве. Дальше события шли по известному сценарию. Вот что пишет один из современных исследователей. 9 марта 1778 года Екатерина II издала указ на имя Потемкина, назначенного в 1775 году правителем Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. В указе говорилось, что генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому повелевается переселить живущих в Крыму греков, грузин и армян, которые добровольно на это согласятся, в Новороссийскую Азовскую губернию. При этом стараться всеми образами склонять и уговаривать, чтобы добровольно перейти, согласились, а особливо убедить к тому тамошнего греческого митрополита. Армянское и греческое население не желало этой эмиграции. Христианскому населению, имевшему дома и хозяйства издавна, обосновавшемуся на крымской земле, было чрезвычайно трудно оставить обжитые места, заново обзаводиться на новом месте хозяйством. Эти трудности особенно предвидели трудовые слои. Весной и летом 1778 года они еще не давали согласия на переселение, хотя и были запуганы обещаниями о том, что сопротивляющиеся переселению будут жестоко наказаны. Ханское правительство Крыма не могло не понимать, что с переселением армян и греков оно теряет солидную часть своих доходов, лишается лучших торговцев, ремесленников и садоводов. Хотя русская сторона обещала хану компенсировать потери. Но надо иметь в виду, мы к этому еще вернемся в будущем, что ханом в то время был именуемый так Шагин-Гирей, который потом сдал не только своих христианских подданных, но и само Крымское ханство. Крымские старшины, то есть это представители крымских татар, аристократии, 17 июля 1978 года подали прошение на имя хана о немедленном расследовании слухов о выводе христиан в Россию и о принятии решительных мер к предотвращению этой миграции, грозившей причинить большие материальные потери татарскому населению. Но сопротивление татарского хана Шагин-Гирея продолжалось недолго. После того, как он получил 50 тысяч рублей и ценные вещи, хан перестал противиться переселению христиан. Такие же подарки получили многие мурзы и беки. Вывод армянского населения Крыма был выполнен как идеальный по бескровности и малым затратам способ решения двойной цели, актуальной для России тех лет. Первая цель – изъять из хозяйственной жизни Крыма предпринимательскую активность армян, их капиталы, от которых шли самые весовые налоговые поступления в ханскую казну. Следствием развала экономики Крыма должна была стать ее привязка к России. Вторая цель – заселить Дон предприимчивым и оборотистым народом, веками освоившим редчайшее искусство выживания вдали от исторической родины, в любом этническом окружении. Был расчет, что коммерческое чутье армян, их деловитость, столетиями обогащавшая властелинов Крыма, станет работать на интересы России, преобразуя пустующие донские степи в процветающий регион империи. Переселение приняло массовый характер в августе и сентябре, в основном закончилось в середине сентября 1779 года, то есть заняло около года. По данным ведомостей Суворова, за август-сентябрь 1778 года выехало из Крыма под русским конвоем 31 386 человек, из них греков, точнее румеев и урумов, 18 407 душ, армян и кыпчаков 12 598, грузин 219, валахов 162. Из городов Кафа, Бахчисарай, Карасу-Базар, Козлов, это Кизлев, Евпатория, Акмечеть, Симферополь, Сурхат, Старый Крым, а также крестьяне из ряда деревень: Татвы или Топлу, Мелик, Камышлык, Сава, Чуруксут, Султан-Салы, Ортаван или Уртавак, Топчак и другие. Однако армян и кыпчаков расселили отдельно от урумов и румеев. Собственно, крымские армяне стали одними из основателей Ростова-на-Дону, образовав свое поселение Нахчеван-на-Дону или Новый Нахчеван. В советское время он слился с Ростовом-на-Дону и был переименован в Пролетарский район. То, что для многих может прозвучать неожиданно, до сих пор в Ростове-на-Дону, но не на каждом месте, но в некоторых ресторанах
можно пойти и заказать хайтарму. Ее сыграют, потому что играют там десятилетиями и столетиями, в том числе и музыканты из крымских армян и кипчаков. Переселенцы первых поколений донашивали на Дону крымские фамильные конструкции. Хатраноглу, Одабашага, Барашага, Айдыноглу, Хошафоглу, Ярымага, Кирешеоглу и так далее. Их потомки на протяжении всего XIX века постепенно меняли на Хатранов, Адабашев, Барашев, Хашафов, Айдинов, Ярмагаев, Кирищев. Армянские окончания «ян» пришли в фамилии крымско-донских армян лишь в советские времена с первыми общесоюзными паспортами и графой национальности. Нынешняя армянская община Крыма не та, что в Ростове, а та, что в Крыму, в том числе депортированные в 1944 году, состоит из переселенцев XIX-XX веков и их потомков, и они не связаны с историческими крымскими армянами и армяно-кипчаками. В бурные для Крыма XII-XV века на побережье появились и выходцы из Западной Европы, венецианцы и генуэзцы. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об османлы и как их империя повлияла на Крым в XV-XVIII веках, какое место занимали янычары, какова была роль гераев, почему Кафу называли «маленьким Стамбулом» и как османская культура, религия и язык повлияли на жизнь полуострова и на формирование крымско-татарского народа. А также познакомим вас с яркими описаниями многонационального Крыма в путешествиях Эвлия Челеби.